В Москве прошли переговоры глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц. Кроме того, в ходе рабочего визита министра иностранных дел Республики Абхазия состоялся и ряд других встреч. Каковы итоги и главные договоренности этих встреч, узнаем у Олега Барциц, министра иностранных дел Абхазии. Сейчас он с нами на телефонной связи из Москвы. Добрый день. Здравствуйте. Олег Мсасович, можем ли мы подводить уже итоги официальные рабочие вашей поездки в Москву, или же пока визит еще длится? Действительно, официальная часть визита уже завершена, но я продолжаю оставаться в Москве, идут еще различные встречи. При этом основная часть визита завершена. Это был очень плодотворный этап взаимного сотрудничества, и мы успели сделать немало. Вот интересно узнать, ваша оценка, ваш небольшой комментарий по поводу итогов этого рабочего визита. Как вы сказали, основная часть уже завершена в Москву. Естественно, в первую очередь это встреча с Сергеем Викторовичем Лавровым, главой МИД Российской Федерации. Но и был еще ряд других встреч. Какие, на ваш взгляд, самые основные итоги переговоров в Москве? Действительно, было множество встреч, и, разумеется, центральное место занимает встреча и переговоры с моим уважаемым коллегой, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым. Это главная встреча, центральное место, занимающее в нашем визите. Прежде всего хочу сказать, что с первых же минут нашего пребывания в Москве наши российские коллеги создали нам режим наибольшего благоприятствования, встретили нас радушно, тепло, и атмосфера сразу сложилась очень конструктивной, товарищеской, партнерской. Встреча с Сергеем Викторовичем продолжалась не 1 час, и мы успели обсудить все практически актуальные вопросы сегодняшней повестки дня, которая сложилась между нашими странами. Обсудили и, прежде всего, взаимодействие по комплексу мер совместной программы сохранения и поддержания безопасности в регионе Южного Кавказа, развитие нашего сотрудничества в плане сохранения общей архитектуры безопасности, как я уже говорил раньше. Этому вопросу мы придали центральное значение, обсудили создание пункта технической поддержки и ремонта кораблей Черноморского флота в Абхазской акватории. Я считаю, и мы согласились тут с министром иностранных дел России, что это важнейший аспект нашего военного сотрудничества и взаимодействия. Мы расцениваем этот факт как дополнительный фактор стабильности и безопасности в регионе Восточного Причерноморья. Сегодня это крайне актуально. Кроме того, большое значение придали обсуждению вопросов сегодняшнего динамичного социально-экономического развития и сотрудничества с Россией. Россия, как известно, всячески содействует устойчивому развитию Республики Абхазия. Сегодня, как я и говорил на встрече, мы наблюдаем значительную интенсификацию этих процессов. Благодаря тому, в том числе, что и регулярно встречаются президенты наших стран, это, конечно, придает дополнительный импульс и определяет уровень этого взаимодействия. Поэтому для нас это крайне важно. И различные программы, различные форматы, которые сегодня присутствуют в наших взаимоотношениях. Это и образовательные, и медицинские программы. Это взаимодействие по линии сотрудничества молодежных программ. Молодежные организации 2 наших стран активно взаимодействуют между собой, и подтверждением этого было и присутствие нашего коллеги, вице-премьера Абхазии, который отвечает за молодежную политику, Тараща Хагба, в Кремле на совещании, которое проводил президент Российской Федерации. Все это звенья одной цепи, одной концепции нашего интенсивного сотрудничества и партнерства с Россией. Говорили и о коммуникациях, о развитии коммуникаций, о том, что
сегодня получает новый импульс, в том числе и туристическая наша отрасль в связи с открытием аэропорта имени Владислава Ардзенба в Сухуме, что послужит дополнительному росту объема туристических поездок. Это и поезда железнодорожные, такие как «Ласточка», «Диаскурия». Об этом тоже говорили много, что это сделает Абхазию более доступной, попадать в нее станет легче и комфортно. Олег Мсасович, да, мы знаем, что очень большой спектр вопросов был рассмотрен, прошло обсуждение этих вопросов. Что будет дальше? Какие там практические шаги? Какими вы их видите? Ну, безусловно, договоренности – это весьма важная, краеугольная часть сотрудничества, глобального сотрудничества. Поэтому многие вещи, многие аспекты мы обсудили, но не обо всех из них я буду говорить сейчас в эфире. При этом хочу еще особо отметить вот такой блок вопросов, который мы поднимали и встретили понимание российской стороны. Мы обсуждали вопросы, связанные с возникающими сложностями. Например, вот очень актуальный вопрос о тех наших гражданах, а точнее будет сказать гражданках, их немало, к сожалению, которые попали в весьма затруднительную ситуацию в связи с вот этим проблематичным вопросом о выплатах, социальных выплатах по детским пособиям. Да, материнский капитал. Материнский капитал в сфере этих вопросов, но мы говорим сейчас о социальных выплатах, детских пособиях. Это отдельная проблема, которая сегодня набирает, к сожалению, такой достаточно серьезный объем внимания со стороны наших граждан. Мы этому уделили серьезное внимание и подчеркнули то, что мы этот вопрос считаем весьма важным и хотим более плотно взаимодействовать с российскими коллегами по этому вопросу. Проинформировали министра иностранных дел о тех мерах, которые предпринимают власти Абхазии, о создании межведомственной комиссии, которая призвана понять масштабы этой проблемы, о том, что в Российской Федерации мы, абхазская сторона, создадим центр правовой помощи для этой категории граждан, о том, что организована горячая линия, куда они могут обращаться. Я надеюсь, что эта горячая линия заработает в надлежащем виде, объеме, и там будут действительно оказывать вот первую такую оперативную поддержку, по крайней мере, информирование наших граждан, которые обращаются вот с подобными проблемами. Ну и так далее. Весь спектр проблем, которые возникают у граждан Абхазии, мы сумели обсудить и проинформировать российскую сторону о тех вопросах, которые беспокоят нас, поскольку мы должны отстаивать интересы наших граждан. Как бы вы оценили степень откровенности вот в беседах, в этих переговорах, степень участия в проблемах и интересах друг друга? Что бы вы сказали по этому поводу? Ну, вы знаете, здесь нелегко отвечать, поскольку действительно это был доверительный, заинтересованный и ответственный диалог. И с самого первого, так сказать, вопроса сложилась обстановка взаимного доверия и желания помочь. Было очень внимательное отношение, внимательные подходы, поэтому я в этом плане удовлетворен. У нас диалог проходил так, как он и должен происходить между партнерами, между дружественными странами, дружественными правительствами. И я глубоко удовлетворен качеством и тональностью этого диалога. Кроме Сергея Викторовича, с кем еще вы встречались, с кем прошли встречи, каковы были их итоги вот этих встреч? Вы совершенно правы. Сергей Викторович по ходу нашего обсуждения, наших переговоров, давал конкретные поручения руководителям подразделений Министерства иностранных дел, поручал связываться и обсудить тот или иной вопрос с коллегами по межведомственному взаимодействию с представителями других ведомств. Поэтому как раз-таки это и был пример такого конкретного участия, попыток конкретных решений, которые
принимаются довольно оперативно. Я хочу проинформировать, что мы большое время, большое внимание уделили вопросам нашей внешнеполитической активности, я имею в виду абхазской стороны, проинформировали о нашей внешнеполитической, дипломатической деятельности в различных регионах мира. И, соответственно, Сергей Викторович дал нужные поручения руководителям, как я уже сказал, профильных подразделений Министерства иностранных дел. В развитии этого и состоялось несколько встреч, уже на которых закреплялись практические шаги. В частности, у меня прошла встреча с директором Департамента Латинской Америки Александром Валентиновичем Щетининым, который является очень серьезным специалистом в области политических процессов, которые проистекают на латиноамериканском, южноамериканском направлении, в зоне Карибского региона. И мы обсудили множество наших планов и ближайших практических действий в этом регионе. Были очень ценные советы нами получены. Нас заверили, что как и постоянно, как это традиционно уже происходит, Министерство иностранных дел и загранучреждения Министерства иностранных дел, дипломатические ведомства в этих регионах будут нам всячески содействовать. Мы это всегда ощущаем. Наши российские коллеги идут нам навстречу, и совместно мы и будем дальше решать все возникающие между нами вопросы. Вот эти договоренности, как они будут воплощаться? Есть ли у вас какие-то планы по этому поводу и какое-то видение? Ну, разумеется, я готов это и дальше рассказать о всем, так сказать, спектре вопросов, которые мы обсудили. По возвращении, разумеется, результаты, итоги, нюансы этих переговоров, этого визита в полной мере будут на столе у президента, будут доложены президенту. И будет дальнейшее, я уверен, обсуждение наших внешнеполитических, дипломатических усилий. Мы, разумеется, будем и дальше реализовывать те программы, которые намечены руководством страны. Совместно будем решать весь комплекс этих вопросов. Благодарю вас за интервью. Я напомню, что мы говорили с Олегом Барциц, министром иностранных дел Абхазии. Он подвел итоги своего рабочего визита в Москву и прокомментировал итоги встреч с Сергеем Лавровым, главой МИД России.